Анализ криминогенной обстановки на территории Брестской области показывает, что с початку этого года у поравнании с минулагодним периодом значно павялічылася колькасць зарегистрированных злочинств супраць информационной безопасности. Анализ криминогенной ситуации по Брестской области показывает, что следственными подразделениями области возбуждено 157 уголовных дел по статье 212 Уголовного кодекса Республики Беларусь, а также 57 уголовных дел по статье 349 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Особое внимание во всем этом заслуживает факт участия несовершеннолетних, зарегистрированных в социальных сетях. Самой распаўсюджанай злачыннай схемай з'яўляецца ўзлом сацыяльных сторонок сацыяльнай сеткі ВКонтакте з мэтай атрымання ад іх уладальнікаў фінансавых сродкаў. Если говорить по поводу источников, с которых все-таки попадает вредоносная программа, вирус, блокиратор, шифратор на компьютер либо на другое устройство пользователя, следует отметить, что в первую очередь это, конечно же, интернет-ресурсы, которые предлагают быстрый заработок, либо какой-то сумасшедший выигрыш. Варыянтаў у махінатараў шмат. На вашым камп'ютары ці іншым электронным прыстасаванні з'яўляецца інфармацыя аб блакіроўцы і прапанова заплаціць за разблакіроўку. Але, як сцвярджаюць спецыялісты, гэта ўсё марная трата часу і грошай. В рамках скрупулезного, пошагового анализа программы блокиратора установлено нашими экспертами, что сама программа, ее алгоритм не предусматривает разблокировки после окончания ее работы. То есть конечной точкой, конечным пунктом выполнения программы блокиратора является вывод на экран этого сообщения, вот о котором я говорил. При вводе кода ответного никакой разблокировки не произойдет в любом случае. Змагацца з такого рода злачыннасцю даволі складана. Найбольшая колькасць узломаў аккаунтаў адбываецца праз сацыяльную сетку ВКонтакте, адміністрацыя якой знаходзіцца ў Расіі. Гэты факт значна замароджвае працэс атрымання звестак аб IP-адрасе, з якога быў здзейснены несанкцыянаваны доступ да профілю. Не передавать логин и пароль от страниц в социальных сетях посторонним лицам, пусть даже близким, знакомым и друзьям, с целью обеспечения недопуска их к персональным данным. В случае, если знакомые, родственники, друзья просят через страницы в социальных сетях, другие возможности сети интернет, данные банковских карт, паролей и прочую личную информацию, ни в коем случае не передавать эти данные. Даже если возникнет таковая необходимость, лучше позвонить своим знакомым и уточнить, действительно ли это сообщение было отправлено ими. Если по мобильному телефону звонят люди и представляются сотрудниками банка, также просят предоставить какие-либо сведения о номере и серии банковской карты, такую информацию предоставлять ни в коем случае нельзя. Эти правила позволят обеспечить сохранность ваших денежных средств и персональных данных. Праваахоўнікі робяць усё магчымае, но астатняе залежыць ад саміх карыстальнікаў гаджэтаў. Юрый Печур, Роман Филютич, телерадиокомпания «Брест».